Здравствуйте, дорогие телезрители! Тема нашей лекции называется «Гунны. Древние предки кыргызов» или «Атила. Великий кыргызский герой, Батыр». Конкретная же тема, которую мы сегодня рассмотрим, называется «Повествование о гуннах. Гунны в Европе». Ну, и в прошлый раз я говорил о том, что гунны вышли из далеких степей Евразии, переместились в течение веков на Алтай, и с Алтая вышли уже где-то в середине IV века, избрав своим великим ханом или ханом-предводителем на время похода кыргызского батыра Баламбера, и вышли в поход на Европу. Я уже говорил о том, что на Европу шли свыше 20, насчитывается, гунских племен. И имена их я называл. Это хуннагуры, угоры, унутургуры, хайлундуры, майлундуры, витторы, кыпчаки, сабиры, динлины, кыргызы и многие другие. И что среди них наиболее крупными племенами, или, можно сказать, даже этносами, народами, были кыргызы, кыпчаки и сабиры. Кыргызский хан Баламбер возглавил этот поход гунских племен, объединение союза гунских племен на запад. И гунны появились в Европе в 370-х годах уже нашей эры, буквально в IV веке нашей эры. О гуннах писали их современники, историки, летописцы. Это такие, как Иордан Приск-Панийский, Амиан Марцелин. О гуннах писали более поздние известные ученые, историки, мыслители и философы. Это Гердер, Вольфрам, Манн и многие-многие другие. Литературы по гуннологии очень много, она обширна. Все сходятся в том, все данные ученые, что в Европе гунских ханов насчитывается 12 человек. С 350 года по конец 495 года, то есть 1,5 века, в Европе насчитывается или имелись 12 гунских ханов. И как бы то ни было, но все эти ханы были из кыргызских царских родов. Именно из кыргызских царских родов. Здесь интересная мне книга попалась Мурата Аджи, который известный ученый, тюрколог, писатель. Вот он написал о кыргызах следующую такой пассаж интересный. Отдельного разговора заслуживают киргизы, бесспорные тюрки, живущие в горах Памира. Еще один народ-загадка. Известно, что душою тюркского мира когда-то было верховье реки Анасу, Енисея. Так повелось в глубокой древности. Еще бы, мать-река, земля Адама и Евы. Здесь люди впервые узнали о Боге Небесном Тенгири. Сюда пришел его посланник Гессер, Сын Божий, ставший пророком тюркского мира. От Сына Божьего началась царская династия правителей. Или люди голубой небесной крови, цари, самые-самые древние тюркские роды.
а к лицам царской династии обращались с почтительным словом «киргиз», что означает «ваше сиятельство», «ваше высочество». С царя Кира Великого идет та традиция. О благословенной стране киргизов хорошо знал средневековый Восток. Например, в поэме «Низами Искандер-Наме» есть строки, ей посвященные. Так было веками. И вот во главе гунских племен стал хан из киргизского царского рода Баламбер. В Европе известны 12 имен гунских ханов, все из киргизских племен. Я сейчас перечислю их имена и дам их транскрипцию, звуковую транскрипцию. Они все имеют звуковую основу из кыргызского, древнекыргызского, или точнее древнекыргызско-кыпчакского языка. Первый хан Баламбер, в кыргызском языке можно сказать Баламды-бир. Второй хан Ульдин, переводится на кыргызский как «Өлвөс», бессмертный. Третий хан Харатон, что означает «каратон», или означает «кату», такой, как бы сказать, панцирь. Тон, слово «тон» в кыргызском языке имеет два значения. Первое – это верхняя одежда, а второе – боевой панцирь, боевая кольчуга. А кара имеет также значение – это боевой, сильный, крепкий. Четвертый хан Ругила. Ну, Ругила означает слово «урук». Сегодня Урук-Улу, сын племени. Татары, казахи, башкиры. Сегодня наше слово «урук» говорят иногда, не иногда, а точно они говорят «руга», «урук», «ругила». Охтор, джа-атхыч, стрелок, стреляющий из лука. Мундуш. Но мундуш можно перевести на кыргызский язык как мончок. Мончок – это означает что-то, какой-то амулет. Так, седьмой хан Донат, Суат. Дон в древнегунском языке, древнекыпчакском, древнекыргызском имеет корни со словом, то есть соотнесенных, ассоциативных со словом верховья реки, то есть берег реки, высокий берег реки. То есть дон-ат или донат – это речная лошадь. Восьмой хан Белида, по-кыргызски переводится как Белерман, знающий, грамотный. Девятый хан, самый известный, самый знаменитый, самый такой, как в кыргызском языке слово есть, Чулу Атила, то есть самый известный из них. Имеет семантику или значение Ата-Улу, сын своего отца. Денизих можно перевести на кыргызский язык как Дениздей, океаноподобный. Эрнак, 11-й хан Эр-Джигит, это означает боевой джигит, удалец, храбрец. И 12-й хан Эл-Лак, от слова Эль, Лак это суффикс, обозначающий как бы верховенство, предводительство. Эл-Лак, Эль-Башкарган, то есть предводитель народа. Вот 12 гунских ханов известны, из царских кыргызских родов, известны в древней истории. Но гунны, когда пришли в Европу, я уже говорил о том, что гунны пришли в Европу из Азии. Когда они пришли в Европу, они облюбовали себе самые лучшие, как бы, по их мнению, места. Эти места в Европе, в центре Европы есть так называемая Паннония. Это тогда была провинция Римской империи, Западно-Римской империи. Сегодня это, на этой территории расположено государство Венгрия, отчасти кусок Румынии, отчасти Сербия и отчасти Словения с Чехией. Эти места занимает. Это место, которое в центре Европы находится, с востока ограничивается Карпатами, с запада Альпами, а с юга ограничивается Балканами.
и с севера также подложением Карпатских гор. Таким образом, это огромное место, примерно больше территории раза в 3-4, чем наша Чуйская долина. И ее гунны назвали Пушта, то есть Бошта, свободная земля, и поселились там, избрав ее своим как бы ордо, центром. Я назвал гунских ханов, которые в Европе в это время 1,5 столетия правили с гунским хаганатом, существовавшим, основанным ими там. Гунский хаганат, который они основали, он в границах продолжался от Алтая и кончался Рейном и Дунаем. Пол Европы входило в этот гунский хаганат. Центр гунского хаганата считалось Пушта или современный Маджаристан, Венгрия. Когда гунны избирали ханов, они всегда избирали их по 2 человека. То есть один старший хан, Улук-хан, а другой Кичик-хан, младший хан. С тем, чтобы в случае непредвиденных, как говорится, форс-мажорных обстоятельств, второй хан мог выступить и заменить первого старшего хана. Вот такие эти года, тоже известны в Европе, старших ханов, младших ханов. Книга Иштвана Боны вот, дает всех ханов, какие года, когда были, и старший хан и второй хан, хан правого крыла. Старший хан считался ханом центра и ханом левого крыла, а второй хан или младший хан считался ханом правого крыла. Баламбер правил совместно с ханом Ульдином. Баламбер был старшим ханом, а Ульдин был вторым ханом. 369-399 года нашей эры. Ульдин, заступив на ханство, правил вместе с ханом Харатоном 399-410 года. Но Баламбер и Ульдин, они не отец и сын. Не отец и сын. Это разные люди, но они из царских родов. А вот Ульдин и Харатон – это отец и сын. Ульдин – отец, Харатон – сын. Харатон 410 года, 412 2 года правил вместе с Ругилой. Они, опять же, не отец и сын, они из разных царских родов, но из хырысского племени, из хырысского народа. Ругила правил 412-428 год совместно с ханом, со вторым ханом Охтором. Они братья. Ругила старший, Охтор младший брат и второй хан. После гибели Ругилы в бою на ханство заступил Охтор, 428 год, 430 года, а вторым ханом был Мундус, отец Атилы. Мундус правил 430-432 года вместе со вторым ханом Донатом. Но они опять уже не братья. Донат из другого царского рода. Донат правил вместе с Белидой. 432 год, 434 года. Белида был вторым ханом. Белида – это сын Ругилы. 434 по 445 года Белида был первым ханом, а Атила был вторым ханом. Они сыновья 2 братьев. Белида – сын старшего брата Ругилы, а Атила – сын младшего брата, погибшего в бою, Мундуса. Атила правил после уже 445 год, 453 год вместе со своим старшим сыном Денизихом. После Денизиха правили 2 брата, сыновья Атилы, Денизих и Эрнак, 453-456 года. После этого правили Эрнак был первым ханом, Эллак был вторым ханом, 456-472, и Эллак с 472 по 494 правил вместе со вторым ханом Олд-Зундуром. Олд-Зундур – это древнее
гунское имя, древнекопчакское имя. Олд – это означает алде, древний, старый, а зундур означает, имеет сейчас созвучие с крымским словом сандыр, зундур означает победитель, то есть древний победитель. Правил вместе с Олд Зундуром. Ну, Баламбер, как уже было здесь сказано, был первым гунским ханом, который правил уже на европейской территории гунского каганата. Баламбер победил со своими туменами. Сначала он победил аланов за Волгой, между речью Волги и Дона. После этого, присоединив аланов и вместе с ними, он победил остготов в междуречии Дона и Днестра. Потом, вступив в союз с побежденными остготами, он победил и завоевал страну вестготов от Днестра и до Трансильвании, до территории современной Румынии. И Баламбер установил границу гунского каганата где-то в нижнем течении реки Дунай. После него завоевание и расширение территории гунского каганата продолжил Ульдин. Ульдин уже дошел со своими племенами, со своими войсками, дошел и захватил всю Пушту, то есть всю центральную вот эту европейскую часть, правда, в Восточной Европе, но центральную часть Восточной Европы. И основал там уже государство, с которым стали считаться и Западно-Римская империя со столицей в Риме, и Восточно-Римская империя со столицей в Византии или в Константинополе. Одна большая Римская империя была поделена на две части и стала двумя самостоятельными государствами в 395 году нашей эры. Одна стала называться Византией, там центральным, как говорится сейчас, титульной нацией выступали греки, а другая держава стала называться Западно-Римской империей. Ее столица была Рим, чуть позже стала Равенна. Там, как говорится, господствующие титульные нации были латиняне или, собственно, римляне. И в 401 году по просьбе армянских, это древние предки современных армянских и других народов, которые там живут, армянских царей, хан Ульдин выступил в поход через северный обход Карадениза, Черного моря. Он тогда назывался Понт Евксинский, выступил и пошел через Кавказ на помощь армянскому царю. Когда он дошел до реки, то есть до озера Ван, на территории сейчас современной Восточной Турции, то получил срочное послание, депешу, которое передали ему 6 высокородных патрициев из Византии, из Константинополя, экстренные посланники императора Восточно-Римской империи Аркадия, который слезно просил прийти ему на помощь и выдворить или победить вестготов. Вестготы в свое время, когда бежали от гуннов во главе с их конунгом, во главе с королем, правящим королем Атанарихом, они получили разрешение поселиться на Балканах в качестве федератов, федеральных пограничных войск, но потом они восстали, и вот сейчас во времена правления императора Аркадия они
подошли к Константинополю, захватили Константинополь. У них было где-то около 40 тысяч войск. К ним еще присоединились с 20 тысячами войск сарматы, которые тоже бежали в свое время от гуннов. 60 тысяч войск захватили Константинополь. И восточно-римский император Аркадий был вынужден бежать на один из островов Эгейского моря. И оттуда послал срочное слезное письмо, послание хану гуннов Аттиле прийти ему на помощь. То есть не Аттиле, а Ульдину. Хан гуннов Ульдин в 401 году, это уже была зима 401 года, январь, он развернул все свои тумены, у него было где-то около 10 туменов войск, в том числе у него было 2 крымско-кыпчакских тумена, и срочным маршем в течение где-то 20 дней от озера, это очень ускоренный марш, от озера Ван, он направился к Константинополю, пересек этот пролив Константинополь, рядом с Константинополем Босфор, на тех судах, которым предоставил Аркадий, все перевез войска, и в местечке Фавианис, в 50 километрах западнее Константинополя, он окружил Вестготскую армию, Вестготские легионы, и победил их, окружил, разгромил их и взял в плен его вожака по имени Гайна. И этот Гайна в свое время он доставил много зла тоже гунским племенам. Он участвовал в набегах на Нижний Дунай и там угонял скот гуннов, и на него имел Ульдин большое зло. В конце концов, он убил Гайну, отрезал ему самолично голову и на золотом подносе подарил императору Аркадию. Император Аркадий, восстановленный гунским ханом Ульдином на свой трон, был очень сильно рад и своим указом подарил огромные драгоценности, огромную добычу, продовольствие, также 5000 молодых нерожавших женщин и девушек. Гунны обычно забирали молодых девушек для того, чтобы брать их в жены, поскольку в те времена была большая смертность при родах, женщины часто умирали, дети умирали маленькие, и поэтому каждый гун обычно имел 1, 2, 3 жены, чтобы продолжить свой род. И за 5000 молодых женщин и девушек все богатство, которое он упустил там, в Закавказье, он взял здесь с помощью императора Аркадия. И кроме того, Аркадий ему пожаловал 5 дней, то есть земли на 5 дней конного пути, на 5 дней верхоконного пути, это где-то около 300 километров, пожаловал земли южнее Дуная, то есть часть своей территории. В честь того, благодарен за то, что он таким чудесным образом был спасен от смерти и был восстановлен на свой трон. Другой гунский хан Ругела, он тоже достоин того, чтобы о нем высказаться чуть подробнее. Он расширил границы гунского государства на север до Балтийского моря, а на юг расширил до Адриатического моря. Расширил. На севере, на побережье Балтийского моря, 4-5 северогерманских племен, западногерманских и северогерманских племен, это англы, саксы, юты и другие. Эти племена там добывали янтарь,
и янтарь везли на юг и продавали на Черном море, и в Византию, и в Западный Рим. И вот они, эти западногерманские племена, они образовали дорогу, специальную такую янтарную дорогу, которая тянулась от Балтийского моря до побережья Черного моря. И гунны решили нарушить эту дорогу и как его сдвинуть с места англов и саксов и ютов. Все дело в том, что на этой дороге где-то около 2-3 километров шириной была уже изъезжена, была уже протоптана, проторена, и эта дорога охранялась этими германскими племенами, поскольку они везли туда на повозках, на лошадях, на своих вагонах. Вагонах это крытые такие телеги, повозки, везли на Черное море янтарь и продавали там, обменивали янтарь на другие товары. И вот они эту дорогу охраняли, и получилось так, что они не пропускали племена, которые жили с правой стороны от дороги, на левую сторону, и которые левую на правую сторону. И как бы вот здесь эта дорога стала границей размежевания между восточнославянскими и западнославянскими племенами, поскольку эта дорога уже существовала века 2-3. И Ругила решил порушить эту дорогу и сдвинуть англов с места. Пошел на них походом. 2 года он преследовал их, дошел до них, 13-й год, 14-й год, окружил их, победил, и англы и саксы вынуждены были по побережью Балтийского моря и Северного моря сдвинуться и уйти в низовья Рейна. Потом они уйдут еще дальше, в Галлию. А еще потом, через лет 50-60, они переправятся на Британские острова. В 417-18 годах хан Ругила вступил в сражение с западногерманскими легионами и полностью освободил Альпы от римского владычества, от западно-римского владычества. И Альпы подчинил себе и сделал их своими территориями. На юге хан Ругила в 22 году тоже изгнал западно-римские легионы и расширил территорию Гунской империи, Гунского государства, вплоть до Адриатического моря. То есть он соединил в границах Гунского государства два моря, Балтийского моря и Адриатическое море. Следует отметить, что вместе с гуннами пришли также не только сами 20 с чем-то гунских племен сюда пришло, пришли также и союзные славянские племена, и союзные остготы. Остготы поселились, они были больше земледельцами, они поселились на территории современной Австрии, вокруг города Виндабоны. Виндабоны – это была столица западно-римской провинции, и остготы забрали ее себе и сделали столицей своей вот этой области. Славянские племена – анты, венеды, хорваты, русичи, кривичи и другие, которые пришли вместе с гуннами, они захватили территории современной сейчас Сербии и сделали своей столицей, изгнав оттуда западно-римских граждан и западно-римские легионы, город Сингидун. Сейчас город Сингидун называется городом Белградом. Они назвали его тогда Белеград. Они таким образом вместе с гуннами поселились союзные им народы. На западе как бы пограничным щитом выступали союзные дружественные остготы, на юге пограничным щитом
для гуннов выступали союзные славянские племена со столицей в Шингидуне, сейчас город Белград. И вот это время можно назвать время великого переселения народов. Ну, я уже сказал о том, что гунны, как говорится, потеснили англов, саксов и ютов с восточного побережья Балтийского моря. Потеснили, и они были вынуждены уйти на побережье Северного моря. И даже перейти Рейн и уйти на территорию современной Галлии, где поселились под защитой Западно-Римской империи. Вестготы, которые бежали в свое время 20, 30, 40 лет тому назад, они бежали от гуннов, и которые восстали в Восточно-Римской империи, и которых победил Ульдин, они ушли дальше и поселились на территории современной Франции, на юге Франции. Это где сейчас и находятся 3 больших города в пойме реки Гаронны. Это города Ош, Тулуза и Бордо. Вот там поселились вестготы, образовали свое Вестготское королевство. Алеманы, которые жили на Среднем Рейне, где-то в низовьях Пушты, когда пришли гунны, они были вынуждены тоже уйти вниз по течению Рейна, и они ушли и поселились в низовьях Рейна рядом с франками. Хатты, которые жили на северных и восточных Карпатах, когда пришли гунны, они их потеснили, и хатты были вынуждены уйти на север Германии, современной Германии, вместо ушедших оттуда англов, саксов и ютов. Бургунды, которые жили выше среднего течения Дуная, где-то на территории современной Сербии, бургунды были и Румыния, бургунды были вынуждены, когда пришли гунны, они были вынуждены уйти вниз по течению и поселились между речи Рейна и Майна. Поселились там и основали свое бургундское королевство. Таким образом, еще следует упомянуть Вандальское королевство. Но вандалов гунны не теснили никак. Вандалы сами откочевали. Они жили на территории современного Средней Германии, в пойме реки Везер. Вандалы снялись с места и ушли через Рейн по территории Галлии, то есть современной Франции, ушли через Францию, перевалили Пиренеи, переплыли Гибралтар и поселились на землях бывшего Карфагена. То есть образовали в Северной Франции, это Тунис, Ливия и Алжир, образовали на их территориях свое Вандальское королевство. Их королем, конунгом был Гейзерих, который в свое время прославится как самый жестокий варвар, вандал, слово вандализм оттуда идет, как разрушитель Рима. Его войска, вандалы, в 453 году захватят Рим и будут полмесяца, где-то 15 дней грабить, убивать, насиловать и уничтожать все ценности людей в Риме. Таким образом, гунны явились первопричиной великого переселения народов, которое началось в Европе. Я назвал только основные народы, которые образовали свои королевства. Там еще очень много мелких народов уходили, которые ушли вместе с основными крупными народами, присоединялись и поселялись на их территориях под их защитой. Ну, спасибо за внимание.
Я надеюсь, до следующей встречи в эфире. Спасибо.